Рыбачить рядом с линиями электропередач опасно. Об этом не перестают напоминать энергетики. Сотрудники хакасского филиала федеральной сетевой компании отправились в рейд. Вручали рыбакам профилактические листовки. Подробности у Натальи Гармашовой. Село Сизая, берег Енисея. Именно сюда за разнопородной рыбой нередко приезжает Сергей. Льда нет, посидеть с удочкой можно даже зимой. Лишь одно неудобство – это бесконечный гул высоковольтных электропроводов. Добрый день. Здравствуйте. Рыбачите? Да. Голову поднимали, смотрели, что тут линия находится? Находится линия, видел. 220 киловольт. Ну, здесь вроде расстояние большое. Так большое, а вот ветер прям вдоль Енисея. Если будет подхлёст, то есть можете леску закинуть на провода линии 220 киловольт. И таким образом можете попасть под напряжение. Сергею и другим рыбакам сегодня энергетики вручили памятки. Специалисты настоятельно рекомендуют не убирать листовки в долгий ящик. Предполагал, что опасно. Пока еще никого не убивал. Но место смените, я надеюсь. Да, сменю. Такие обходы своей вотчины, то есть территории вблизи ЛЭП, энергетики хакасского предприятия магистральных электросетей Сибири совершают круглый год. На особом контроле места отдыха, населенные пункты и дачные общества, расположенные рядом с высоковольтными линиями. Наше предприятие эксплуатирует свыше 3000 километров линий электропередач. Во многих местах сети пересекают озера и реки и тем самым представляют потенциальную опасность. Наша задача следить за тем, чтобы линии всегда были в исправном состоянии. На всех наших опорах есть специальные таблички, предупреждающие об опасности поражения электрическим током. А непосредственно для рыбаков размещены еще отдельные информационные знаки. В дополнение к ним специалисты добавляют, чтобы не допустить электротравматизма, проходя под ЛЭП, важно не поднимать удочки вертикально, безопасно разместить их в руке параллельно земле. Стоит напомнить также телефон горячей линии филиала ФСК, по которому можно сообщать о происшествиях, связанных с ЛЭП. Номер вы видите на экране.